Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим, как же работать с шаблонами, если мы собираемся делать все с нуля сами. До этого мы брали чужой дизайн и просто меняли на нем картинку либо текст. Давайте мы попробуем сегодня сделать историю Инстаграма для Инстаграма, только сами его сделаем изначально с нуля. Сюда можем зайти в историю Instagram и создать пустой дизайн. Когда мы это нажимаем, у нас появляется холст белой бумаги, он абсолютно чист, здесь ничего нету. И как же мы можем здесь работать? Ну, во-первых, мы, конечно же, можем использовать готовые макеты, которые мы делали, но вот, да, лучше, конечно, вот сделаем назад, попробовать сделать с чистого листа, чтобы вы имели представление, как же делается макет. Ведь макет же тоже был с кем-то сделан, какими-то элементами, как этим пользоваться. Итак, у нас есть наш лист, и мы справа, точнее слева, видим меню, где мы можем выбрать либо фотографию вставить, элементы, текст, видео и так далее. Но так как это у нас сторис будет неподвижный, мы возьмем элементы. Возьмем элементы и сделаем макет для 8 марта. Так как у нас накануне 8 марта, мы выберем элементы, которые подойдут для украшения нашего холста. Так как у нас тематически связано именно с 8 марта, попробуем все это украсить цветами. Возьмем вот органическое лето. Если вы хотите, тут все сгруппировано, элементы сгруппированы по темам. Если вы хотите посмотреть а, всю коллекцию, нажимаем «Показать все» и видим внизу уже все элементы. Если это при наведении элемент бесплатный, да, вот выскакивает такой значок. Конечно, бывают и платные элементы. Здесь нажимаем крестик, чтобы вернуться назад, и зайдем в тематическую подборку «Органическое лето». Показать все. Мы видим здесь разные цветы. Давайте мы будем использовать, например, вот такое. Пусть будет вот такое. И подберем разные элементы. После этого, как мы добавили элементы, мы можем их передвигать. Все это происходит очень просто. Нажимаем левую кнопку мышки и перетаскиваем. Чтобы повернуть элемент, мы внизу видим значок поворота. И с помощью поворота можем менять его угол. Да? Либо мы еще можем, кроме того, делать масштабирование, уменьшать или увеличивать наши элементы. Поставим с двух сторон, чтобы было красиво с этой стороны, с этой. Обрамлять будем. Можем также вот так уменьшить. И все немножко вот так. И с этой стороны тоже пробуем добавить другие. Для того, чтобы было красиво, мы будем его украшать симметрично. То есть с этой стороны у нас элемент идет снизу вверх, заполнение. Здесь, наоборот, будет идти сверху вниз. То есть здесь будет пустое пространство, и здесь тоже немножко оставим пустого пространства. Можем также взять из другой коллекции цветы. Здесь цветов большое количество. Можем какую-то листву взять. Все-таки поищем еще какое-нибудь растение. Да, яркая листва. Да, и вот еще эскизы цветов. Тут очень много разных цветов. Выберем то, что подходит нам по стилю. Сток. Все, у нас заполнена область. Но что нужно учесть? Можно еще добавить. Для примера добавлю еще другой сток. Например, вот такой. И давайте посмотрим, что здесь можно
сделать. Так как мы делаем дизайн, и нам важно, чтобы цветовая палитра у нас подходила друг к другу, лучше выбрать несколько цветов главных. Поэтому мы меняем цвета элементов. Это легко делается, если мы выделяем объект. Давайте вот сделаем все в таком стиле. Розовый цвет и темно-синий. Здесь же у нас присутствует зеленый цвет. Мы его убираем, нажимаем на плашечку зеленого цвета и нажимаем на темно-синий. Тут то же самое. Можем зелень убрать. Так как тут мы используем разную палитру, здесь уже показывает, какие цвета были использованы в этом документе. И нам легко найти нужный нам цвет. То есть мы просто, получается, избавляемся от лишних цветов. Здесь то же самое. Видим, что основной цвет это вот такой голубой. Мы его сделаем розовым. То ли вот такой розовый цвет. То же самое, подберем ему розовый цвет, уберем такой фиолетовый на темно-синий, и у нас все получается в одной стилистике. Тоже возьмем розовый, и получилась у нас вот такая. Но все-таки это лишнее. Уберем. У нас получилось вот такой дизайн. Кроме этого, мы еще можем добавить и другие элементы. Например, хорошо будет комбинироваться с этими цветами любая рамочка. Простая рамочка, которую мы сейчас сюда добавим. Вот сюда. Специализированные элементы. Здесь есть разные виды рамочек. Мы возьмем, к примеру, такую рамочку, растянем под размер. Вот так. И можем еще также поменять ему цвет. Из нашей палитры возьмем темно-синий цвет. Но обратите внимание, что у нас сейчас объект находится поверх этих цветов. Будет лучше, если он будет находиться снизу. Для этого вызываем контекстное меню правой кнопкой мышки и перемещаем на задний план. Тогда рамочка у нас находится позади этих цветов. Теперь дальше мы можем поменять фон, да, цвет фона, немножечко добавить цвет. Если у нас готовая палитра не устраивает, мы заходим во вкладку «Новый цвет» и выбираем нужный нам цвет. Мы можем взять такой немножечко розовый цвет. А теперь осталось нам добавить сюда текст, поздравительный текст. Берем, заходим в текст, выбираем здесь какой-нибудь макет. Можем взять макет. Ну, к примеру, давайте вот такой. С днем рождения. Нажимаем. Вот у нас появился макет. Раз нажала. Исполняется желание. Тоже удаляем. Остается поменять нам текст с 8 марта. Так. Если нам не нравится цветовое решение, то есть не цвет, а шрифт, мы можем здесь также его поменять. К примеру, на такое. И выберем нужный нам сочетание цветов темно-синий, либо, чтобы он выделялся, можем взять еще другой цвет, ярко-розовый. Ставить так. Либо даже можно взять, пробуем сделать вообще его белым. Нет, его тогда не видно совсем. Да, вот. Ну, возможно, цвет фона можно поменять, что обратно на белый. И попробовать подобрать цвет. Так, и здесь мы тоже уберем. Так, у нас слишком много элементов. Можем их немножко подогнать назад. Вот таким образом мы с вами получили уникальный новый дизайн.
который сделали с вами только что. Спасибо за внимание.